Точный прицел и выстрел в цель. Стрельба из лука – одно из самых зрелищных состязаний в рамках проекта «Родина первых». Инструкторы подсказывают участникам, как правильно держать лук, как дышать и сосредоточиться. Многие пробуют себя в этом виде впервые, и каждый стремится показать лучший результат. Все в духе настоящих воинов своего народа. Пока одни демонстрируют меткость, другие готовятся к следующему испытанию – приготовление мяса. На этом этапе тоже несколько заданий. Сначала теория, как правильно варить мясо в казане на открытом огне. Затем практика – от разведения костра до готовки, а после сервировка и проявление ингушского гостеприимства. ناخا دعوة قج مشت فعوت يا مشت أوت يزق دوخ أمشت أوت يزق ده خندو يوز. За происходящим внимательно следит жюри. Участникам никто не помогает, все задания они выполняют самостоятельно. Это уже второй республиканский этап состязания. До него школьники прошли отбор внутри своих образовательных учреждений. Только лучшие получили возможность представить свои школы здесь, на этом масштабном мероприятии. Проект мы сделаем впервые. Планируется увеличивать количество таких проектов обязательно, для того, чтобы наш язык, наши обычаи, наши адаты и наше гостеприимство, все это и сохранилось, и передалось будущим поколениям. Пока мальчики на свежем воздухе осваивают боевые и бытовые навыки, девушки демонстрируют мастерство в традиционно женском деле – приготовлении национальных блюд. Здесь и сладкий хворост, и пышные лепешки, и другие угощения, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Девочки не просто готовят, они бережно сохраняют и продолжают культурное наследие своего народа. Сегодня на жребий мне попался холл, и я сейчас уже приготовила его и разделила на 5 частей и буду уже перекладывать в тарелку. А вообще сложно это делать или ты этому сегодня научилась? Нет, я уже имела свой небольшой опыт, но сегодня я уже могла его так в полную меру реализовать. Организаторы подчеркивают, подобные мероприятия – важная часть воспитания подрастающего поколения. Они помогают не только развивать полезные навыки, но и сохранять уникальное наследие народа. Мы видели работу, которая проводится движением первых по сохранению традиций наших. Это же, как было видно и в плане выпечки наших национальных лепешек, то есть имеется в виду приготовление чисто нашей национальной еды. Ну и также очень много различных игр, форм и направлений, демонстрирующих в общем обычаи ингушского народа. По итогам состязания лучших участников наградили памятными подарками и дипломами. Но главным призом, как отмечают организаторы, стала возможность прикоснуться к традициям, почувствовать себя частью большого и значимого дела. Амина Зязикова, Абдулла Тангеев, Магаз 24.